А спросить можно? Здравствуйте. Здравствуйте, да. А скажите, камеры должны быть выключены или можно с включенными? Как вам удобно? Ну, Мгм. желательно с включенными. С включенными. Мгм. Да, ага, спасибо. Здравствуйте. Мгм. Но ведь мама другим pindah mama telefonnya terpaksa pindah. Добрый день, дорогие друзья. Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас на нашем эфире, который мы вместе с коллегами посвятим вопросам образования, а именно разбору ваших вопросов, с которыми вы столкнулись как специалисты или как родители при реализации своих каких-то должностных обязанностей или родительских в вопросе обучения детей со статусом ОВЗ или инвалидностью. Для начала я бы хотела немного рассказать про то, почему мы решили провести данный эфир. Потом мы перейдем с вами к представлению наших спикеров, гостей, которые согласились принять участие, за что мы им очень благодарны. Это специалисты высококлассные в своей сфере, и они смогут достаточно в таком полном и компетентном виде прокомментировать те ваши вопросы, которые вы оставили в нашей форме до начала эфира. Итак, разрешите представить сегодня наших спикеров. Сегодня к нам подключились представители ПМПК, психолого-медико-педагогической комиссии. Есть у нас центральная ПМПК, ее руководитель Слепцова Инна Ивановна. Также подключились председатели территориальной психолого-медико-педагогической комиссии номер 1 и номер 2 города Якутска. Это Попова Ирина Константиновна и Скорая Ирина Викторовна. И, конечно же, наш эфир будет проведен с приглашенными также специалистами из числа аппарата уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха-Якутия. К нам подключилась старший референт Дьяконова Елена Айхаловна. Также на связи с нами Кондратьева Олеся Эдиковна, председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей с инвалидностью в Республике Саха-Якутия. И, конечно же, наша Инна Владиславовна, юрист фонда, который вы все хорошо знаете. Она юрист и специалист по рассмотрению обращений на оказание адресной и материальной помощи. Я хочу также отметить, что у нас идет трансляция на YouTube-канале нашего фонда. Данная запись будет сохранена. И если у вас будут вопросы, вы можете посмотреть нашу встречу в записи, наш эфир. И если у вас возникли какие-то вопросы по ходу просмотра, свои вопросы вы можете написать в комментариях к данному видео. Мы очень просим соблюдать вас правила этичности, следить за своим микрофоном. Будет хорошо, если у вас есть камера, и мы сможем смотреть друг на друга с вами.
Также, если у вас есть вопросы, и вы не успели задать их в форме предварительного опроса, вы можете написать их в комментариях, и мы обязательно ответим вам. Также я обращаю ваше внимание, что мы не вступаем в полемику со специалистами, когда идет ответ на вопрос. Мы обязательно дослушиваем. В первую очередь у нас будут отвечать специалисты по ПМПК, но даже не специалисты, а достаточно такие люди управленческого уровня, да, так сказать. Далее, если будут комментарии, дополнения к их ответам, то коллеги, которые представлены вот на этом слайде, будут отвечать. Если вдруг вы автор вопроса, который был задан, и вам есть что добавить, вы можете дописать это в комментариях, и я буду модерировать ваш чат. Ну, как правило, всегда у нас проходит все достаточно хорошо, но если вдруг будет сложно в вопросе соблюдения некоторых вот нюансов нашей встречи, то иногда как бы мы можем участников перенаправлять не в Zoom, а в YouTube без возможности прямой обратной связи здесь и сейчас. Вот, давайте начнем. Специалисты с ПМПК, представители, пожалуйста, кто подключится? Если я правильно понимаю, на вопрос будет отвечать Ирина Константиновна. Ирина Константиновна подключилась? Или Ирина Викторовна? Так, хорошо. Инна Ивановна, кажется, это выпадет роль вам. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые родители. Мне выпала честь начинать работу нашей встречи. У меня тут есть два десятка вопросов. Я так понимаю, я их сама зачитываю, да, и сама же на него и отвечаю, да? Давайте, чтобы было немножко интерактивно, я буду задавать вопросы, но дело в том, что есть же вопросы, которые не относятся к компетенции ПМПК, да, но родители так или иначе адресуют их вам. Поэтому давайте вначале, вот перед тем, как я перейду к зачитыванию вопросов, вы немножечко расскажете про ПМПК, потому что у нас прибавилась новая, ну, как бы аудитория из числа родителей детей с инвалидностью, которые инвалидность получили в первый раз, и у них есть некоторые вопросы. Пожалуйста, расскажите немного про ПМПК, где находитесь, чем занимаетесь, с какими проблемами к вам можно обратиться. Понятно. Так, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я руководитель Центральной ПМПК. Меня зовут Слепцова Инна Ивановна. Если вкратце о деятельности комиссии, то ПМПК выявляет детей с нарушениями в развитии. Также для медико-социальной экспертизы мы выявляем ограничения в жизнедеятельности, потому что наше заключение может служить основанием для формирования ИПРА. И, самое главное, цель ПМПК – это подтверждение статуса обучающейся с ограниченными возможностями здоровья. Сразу скажу, что ПМПК диагноз не выставляет. Мы на основании имеющихся заключений от врачей, психиатров и врачей-неврологов можем рекомендовать ту или иную адаптированную образовательную программу. Их у нас очень много, 28 адаптированных программ. Сразу скажу, что с 1 сентября этого года вступают в силу федеральные адаптированные образовательные программы, аббревиатура ФАОП. Если мы раньше пользовались термином примерные АОПы, то теперь они уже утвержденные и называются федеральные АОПы, ФАОПы. Вот вкратце так. Я думаю, что все родители знают, что такое ПМПК. Если есть конкретные вопросы, я буду отвечать на них. Ага, спасибо большое.
Но я также напоминаю, что, дорогие участники, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их в чат. После того, как мы рассмотрим те вопросы, которые были оставлены заранее, мы сможем прочитать чат и ответить на то, что вы указали здесь. Большинство вопросов, которые отправили нам родители, кстати, родители приняли чуть более активное участие, чем специалисты, хотя вопросы от них тоже были, я их тоже озвучу. Ну и самый главный первый вопрос, конечно же, касается тьюторского сопровождения. Кто такой тьютор, кем он может быть и вообще как его вот получить для ребенка? Так, тьютор, если по-простому объяснить, ну, я всегда на лекциях или на выступлениях пытаюсь доступно объяснить человеку. Тьютор – это тот человек, тот специалист, который имеет педагогическое образование. Это человек, который помогает учителю учить ребенка. Угу. А ассистент-помощник – это человек, который помогает ребенку учиться. Угу. Он может не иметь педагогического образования. Ассистентом-помощником могут выступать сами родители, мамы, папы, ну, кто может, да? А вот тьютор – это человек с педагогическим образованием, это обязательно должен быть педагог. А тьютора или ассистента-помощника прописывает ПМПК, то есть в нашем заключении есть пункт, нуждается ли ребенок в тьюторском сопровождении. Сразу скажу, что тьютера и ассистента-помощника ПМПК прописывать не всем. Все зависит от глубины нарушения. Например, это должны быть тяжелые множественные нарушения развития. Ну, допустим, тьютера мы можем индивидуального прописать ребенку с нарушением опорно-двигательного аппарата, при условии, что у него будет тетрапарез, ну или сложные нарушения, да, ну, если у него руки, скажем так, в нарушении. А если, например, руки у него сохранны, дело касается только нижней части тела, то уже как бы, если ребенок сам спокойно манипулирует своими руками, тьютор уже не прописывается. Тьютора мы можем прописать ребенку с тотальной слепотой, ребенку, обучающемуся с расстройством аутистического спектра, и то только в период адаптации. То есть очень много нюансов есть. Не всем прописывается индивидуальный тьютор, а общее тьюторское сопровождение, согласно всем законам, приказ 1015, он может быть варьироваться в зависимости от нарушений 1-6 или 1-12 детей на одного тьютора. Все зависит от нарушений. Скажите, пожалуйста, а если, например, все-таки вот в заключении у ребенка прописан тьютор, но, к сожалению, в школе говорят, что нет возможности закрыть ставку, потому что, ну, возможно, позиция не привлекательна для специалиста, вот как быть в этом случае родителю? Исполнение специальных образовательных условий, которые прописывает ПМПК, целиком ложится на руководителя школы или заведующего детским садом. Если школа или садик не могут обеспечить, скажем так, исполнение этого специального условия, то ответственность ложится на нем. Мы, к сожалению, конкретно вот мы некомпетентны решить за какого-то руководителя, ставки и так далее. Мы прописываем специальные условия, которые нужны ребенку, а исполнение – это ответственность руководителя образовательной организации. Скажите, пожалуйста, а если, например, вот, ну, я понимаю, что директор говорит мне, что мне как родителю я буду выступать вот в такой роли, да, родителя, говорит мне, что мы вакансию разместили, откликов нет, и как бы, и он не отрицает свою ответственность, говорит, да, это моя ответственность, но вот откликов на вакансию нет. Тогда какой у меня может быть маршрут вот дальнейшего решения этой проблемы? То есть вообще могу ли я помочь школе с поиском тьютора? Могу ли я предложить свою кандидатуру, если у меня есть переподготовка на там тьютора?
или мне нужно обратиться в какие-то уполномоченные органы в вопросе вот тьюторства? Как я уже сказала, родитель, если имеет педагогическое образование, он может выступать в роли тьютера, получать за это соответствующую зарплату. Также родитель может быть ассистентом-помощником, потому что там педагогическое образование не обязательно. Все зависит от, скажем, от родителя, от руководителя. Если вы между собой договоритесь, то это только приветствуется. А вот в прошлом году в Нерюнгри была ситуация, что ставку не могли закрыть, потому что не могли найти человека на эту роль. Вот бывают такие моменты. Но это очень редко, но все равно есть такой момент был в прошлом году, мы отвечали на это. Елизавета Александровна, можно добавить по этому Да, вопросу? конечно, Я вы можете хотела. добавить, да, все верно. Ага, все-таки насчет маршрутизации, да, хотела добавить, что очень важно, чтобы родитель обратился с письменным заявлением в школу на имя директора с просьбой взять на контроль вопрос поиска сотрудника на вакантную должность тьютера. Если, допустим, в течение долгого периода времени этот вопрос не решается, но в любом случае письменное обращение должно быть зафиксировано. Далее, если, скажем так, проходит какое-то время, и также в заявлении нужно указать, чтобы письменно указали, какие меры были приняты, да, то есть чтобы вам обязательно ответили. Далее, думаю, что нужно также письменно обратиться в управление образования. И по такой же схеме можно обратиться в Министерство образования, после чего вы имеете право обратиться к уполномоченному по правам ребенка. Почему важно соблюсти этапы и обращаться именно письменно? Потому что если вы минуете первичные, да, то есть обращение к директору, обращению в управление образования, обязательно письменное должно быть. На уровне уполномоченного по правам ребенка, да, даже Министерство образования или прокуратуры принять какие-либо меры и оценить полноту принятых, скажем так, руководством школы мер бывает очень сложно оценить. То есть этот вопрос, там как меры могут приниматься, да, могут не приниматься. Для того, чтобы сделать эту оценку, обязательно необходимо родителям обратиться письменно. Вот, я это хотела добавить. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что по тьюторству это достаточно такой, ну, как бы волнующий вопрос наших родителей, поэтому очень важно, как отметила вот Елена Михайловна, отмечать те сложности, с которыми вы сталкиваетесь письменно. И одна из наших целей встречи, даже если мы не успеем ответить на ваш вопрос, заключается в том, чтобы ну, как бы маршрутизировать вас вместе с вашей возникшей ситуацией для того, чтобы вы смогли ее решить. Хорошо, если специалистам больше пока что по этому вопросу нечего дополнить, мы перейдем к другому вопросу. Ну, следующий вопрос по частоте, который по частоте задавания или, не знаю, как правильно сформулировать, по частоте отметки родителей был связан с непониманием того, каким образом контролируется реализация ПМПК внутри учреждения. То есть мы понимаем, что это ну, как бы лежит на ответственности руководителя учреждения. Но как быть, вот если я не знаю, проводится у моего занятия, у моего ребенка по рекомендациям ПМПК или нет? Коллеги, кто сможет ответить? Добрый день, я могу ответить на этот вопрос. Слышно, да, меня? Да. Ага. Добрый день. Я на этот вопрос отвечу, да. Если вас интересует, какие занятия проводятся, в каком количестве, да, вы имеете право контролировать этот вопрос. Но если вам
устно не дают ответ на этот вопрос руководители образовательного учреждения, то вам необходимо письменно обратиться к директору школы, либо к заведующей детским садом. Прошу предоставить информацию о тех занятиях, которые проводятся для моего ребенка на основании комиссии по МПК. И вам обязаны дать письменный ответ. И еще я продолжу, да? Если, ну, у нас заключение, скажем так, на одном обороте А4, да, и родители, там все, конечно, не входит, количество занятий и так далее. Все условия прописаны в федеральных адаптированных образовательных программах. Родители могут ознакомиться с федеральной адаптированной программой и конкретно требовать у руководителя, у зауча, у классного руководителя, у директора школы и так далее, исполнение вот всех часов, нагрузки и так далее. Ну, конечно, адаптированную образовательную программу учреждение разрабатывает самостоятельно на основе федеральных программ, и там могут быть некоторые нюансы, но в принципе все должно исполняться. Скажите, Я имею в виду. пожалуйста, в дополнение к этому вопросу, родитель должен ли писать заявление, если он вот предоставил ПМПК, он принес его и передал классному руководителю, ну, как бы с информированием о том, что у ребенка есть статус ОВЗ. Должен ли родитель писать заявление о том, чтобы ему разработали вот эту адаптированную образовательную программу? Да, очень хороший вопрос, потому что его постоянно упускают из виду. После того, как родитель получил наше заключение, он должен написать на имя руководителя образовательной организации согласие на перевод на обучение по указанной программе. Это получается согласие на обучение по этой программе. Если это заявление не написано, получается, родитель не согласен, тогда школа не может перевести его на обучение по этой программе. То есть сначала наше заключение, потом заявление родителя, и потом только школа начинает приступать к разработке АОП. Ага, хорошо. Когда программа разработана, родитель может ли, должен ли с ней ознакомливаться, или ему достаточно услышать, что вот программа есть, и ребенок по ней обучается? Ну, все программы в свободном доступе есть. Конечно, сейчас родители уже подкованы. Мы всегда даем на сайте ФГОС реестр, все программы размещены. Мы всегда даем указания родителю, что они могут зайти, посмотреть, ознакомиться и уже, как говорится, подкованными идти в школу и что-то вести, какой-то диалог с руководством. Хорошо, спасибо большое. Давайте перейдем к следующему вопросу. Некоторые вопросы я буду зачитывать, потому что там есть некоторые индивидуальные моменты. Уважаемые слушатели, обратите, пожалуйста, внимание, что я запустила карточку с нашими фамилиями, и именами и отчествами наших специалистов. Я попыталась в чате переименовать, чтобы вы понимали, кто отвечал. Уважаемые коллеги, пожалуйста, тоже обратите внимание, я вас переименовала. Иногда я буду дополнять, кто дает комментарий, чтобы вы могли также ориентироваться в этом вопросе. Очень такой актуальный вопрос, с которым столкнулись в этом году родители, звучит примерно дословно так. Что делать родителю, если при записи в июле в первый класс коррекционной школы по указанному в протоколе ПМПК виду обучения попасть не получилось, а мест в общеобразовательной школе по прописке ребенка уже не осталось? Как быть? Неважно, где будет учиться ребенок, да, в коррекционной ли школе, в адаптированном, в коррекционной ли школе, в обычной ли школе, все специальные условия, прописанные по МПК, должны исполняться. Вот такой у нас ответ. Ой, у нас тут в коридоре детки очень шумные. Ничего страшного. Ага. Я Коллеги,
Да, дополните, пожалуйста, Олеся Эдиковна, председатель ВАРДИ в Республике Саха-Якутия. Мгм. Для того, чтобы ребенка записали в 1 класс, можно обратиться дополнительно в управление образования, где предоставят место в свободной школе, общеобразовательной. Ребенок, независимо от диагноза и нозологии, имеет право обучаться в общеобразовательной школе. Если в коррекционную школу его не взяли, он может быть зачислен в обычную общеобразовательную школу с исполнением ПМПК. Ага, спасибо. Мгм. А если случится так, что, например, места в школе будут, вот я, например, живу в районе кинотеатра «Центральный», а места в школе будут примерно в Мархе, как быть? Я вообще считаю, что подавать заявление в общеобразовательную школу нужно тогда, когда открываются места. Вот в апреле месяце, 1 апреля открываются места. Уважаемые родители, позаботьтесь о том, чтобы ваш ребенок попал в образовательное учреждение, и подайте, пожалуйста, заявление. Не нужно говорить о том, что у вас ребенок с инвалидностью, о том, что у вас сразу, вы просто подайте заявление в 1 класс. Когда будет приказ о зачислении, можно уже на прием личный к директору подойти, предоставить ПМПК-комиссию и озвучить те специалисты, которые вам необходимы, и какая вам необходима образовательная программа. То есть очень важно, чтобы мы с вами, уважаемые родители, заранее озаботились вопросами того, в какую школу пойдет наш ребенок, и все-таки смогли более, ну, как сказать, как-то оценить возможности и способности ребенка также для того, чтобы понять, нужен ему тьютор или нет. Это понятно, что несмотря на то, что, ну, как бы мы охвачены, возможно, какими-то бытовыми делами, профессиональными, и образование ребенка – это всего лишь часть нашей жизни, но очень важно понимать, планируете ли вы переезд, в каком районе вы живете, сколько детей обучается в классе, куда пойдет ваш ребенок, какие у него есть противопоказания, возможности, особенности. Поэтому очень важно готовиться заранее, потому что, к сожалению, вот в этом году был некоторый печальный опыт, когда, ну, как бы невозможность получить вовремя информирование привело к тому, что родители записывались на ПМПК только вот в июле-августе, когда уже нужно, условно говоря, понимать, в какую школу ты поведешь своего ребенка и какие условия там необходимо создавать. Спасибо большое, коллеги. Хотелось Перейдем бы к следующему. Да, добавить по этому вопросу да. еще. Дело в том, что вот в этом году, 2023, запись в коррекционные школы открылась 6 июля, и до 6 июля все коррекционные школы проводили совместно с Харисхалом, насколько я помню, вебинар, и они сообщили о том, что до 6 июля большинство всех коррекционных школ приняли уже заявление от родителей. То есть фактически уже резерв был сформирован. Поэтому просьба родителям не ждать на будущее тоже 6 июля 2024 года, а озаботиться тем, чтобы подойти в коррекционные школы заранее, уточниться, прозвониться хотя бы, уточнить насчет подачи заявлений. 1 класс. Да, Инна Владиславовна, спасибо большое. Это юрист нашего благотворительного фонда. Также мы напоминаем для наших любимых, прекрасных и дорогих родителей о том, что на YouTube-канале фонда Харисхал мы при участии наших коллег, на безвозмездном участии наших коллег при их активной заинтересованности провели прямые эфиры с Ириной Викторовной Скорой. Там разбирали виды программ по ПМПК. Это достаточно такое, ну, как бы длительная встреча была в течение 2 часов, и мы это все записали. Также у нас была встреча с директорами коррекционных школ, где они каждый презентовал свое образовательное учреждение. Так, управление образования также в этом году принимало от всех обращения по каким-то индивидуальным вопросам. И очень важно, если ваш ребенок в этом году идет в школу, в сентябре 2024 запишитесь на ПМПК вот уже сейчас, учитывая время ожидания очереди для прохождения комиссии.
Ну и с января, как бы, я думаю, что стоит начать планировать этот вопрос чуть более заранее. Хорошо, коллеги, есть кому-то что-то добавить по этому вопросу или мы переходим дальше? Да, еще я вот хотела немножко добавить из практики, да, примеры. Из те родители, которые, скажем так, по срокам не успели в силу тех или иных причин, либо у нас есть даже родители, которые просто вот перед сентябрем у нас приходят и говорят, нам нужна школа ребенку, да. Важно понимать, что к такому сроку действительно уже мест в школах не остается. И да, образовательные организации, управление образования, они обязаны проводить подбор образовательного учреждения, но опять-таки там уже идет по остаточному принципу. То есть если вы проживаете где-нибудь на Грейсе, а вам дадут место в школе, которое, скажем так, на другом конце города, вы будете обязаны взять эту школу, потому что если есть там, скажем так, свободное место. Поэтому действительно очень важно соблюдать сроки и отслеживать их. Ага, все, у меня спасибо. Спасибо большое. Также есть вопросы по тому, в каких школах будут открываться коррекционные, ресурсные, ну, в общем, малокомплектные классы. Для этого очень важно также начинать заранее работу с управлением образования, потому что в этом году в рамках вот нашего опыта было открыто беспрецедентное количество классов, которые позволили на базе общеобразовательных школ объединить наших детей в маленькие коллективы. Но очень важно, что вот то, что мы с вами отправили ребенка в малокомплектный класс, не означает, что на этом наша работа как родителей, как специалистов закончилась. Очень важно, поскольку для нашей республики это первый опыт, работать вместе сообща и решать те трудности, которые могут так или иначе, как сказать, возникнуть, потому что, ну, всегда, когда мы делаем что-то в первый раз, не бывает так, что мы сделаем это хорошо. И в связи с чем, вот раз мы же заговорили про школу, я перейду к вопросу, который, ну, по моему мнению, подходит к этой теме. Я его также зачитаю. Мой ребенок посещает ресурсный в кавычках класс в общеобразовательной школе, но на деле это коррекционный класс при школе. Нет нормативно-правовых актов о ресурсном классе, не прописан порядок работы ресурсного класса, нет соответствующих специалистов, имеем только одного учителя и одного тьютера на 8 детей. Внимание, вопрос. Кто уполномочен заниматься правовыми документами по ресурсному классу? Как мы можем защитить права наших обучающихся в ресурсных классах? И я бы еще добавила, как мы можем защитить права специалистов ресурсного класса, потому что иногда бывает, что нужно заботиться и о защите специалистов тоже. Коллеги? Могу, да? Да. Ага. Вообще вот этот вопрос, он на самом деле не такой простой, как кажется. Вообще, целиком и полностью вот этот вопрос ложится на плечи родителей. Родители имеют право требовать исполнения ПМПК. То есть если ребенку прописан даже в малокомплектном классе индивидуальный тьютор, он имеет право его требовать, просить. Нужно обратиться письменно к руководителю образовательного учреждения и просить предоставить на основании ПМПК соответствующих специалистов необходимое количество часов. То есть вы можете обратиться как индивидуально, так и коллективно, да, от всего класса. И руководитель образовательного учреждения будет обязан вам ответить письменно. То есть, если в классе у вас 8 детей, да, и 8 ребятам необходим логопед, тьютор, дефектолог, психолог, да, они обязаны предоставить этих специалистов. Конечно, родители между собой говорят, но по факту пишут очень малое количество. Необходимо таким образом обратиться к директору, и потом уже на основании этого обращения просить, если таких специалистов не хватает, просить разработки штатных единиц. Также можно обратиться в управление образования, в Министерство образования. Если ваши права так и продолжают не соблюдаться, можно идти дальше по ступенькам. То есть все равно в любом случае необходимо вот эти ступени обязательно в порядке соблюдать. Спасибо.
Я также хотела бы добавить, да, что в случае, если вы считаете, что право ребенка нарушено, аппарат уполномоченного по правам ребенка, он консультирует ежедневно по телефону, устные консультации у нас даются. Также ведется прием по предварительной записи уполномоченного по правам ребенка, где вы можете подать заявление о нарушении прав вашего ребенка. Ну и, соответственно, в этом году как раз-таки у нас в практике были случаи, когда в детском саду не хватало, было большое количество детей с инвалидностью в садике, и у них не хватало сотрудников. Родители, из 8 родителей, дети, которых были с инвалидностью, они подали заявление на имя уполномоченного по правам ребенка. Данный вопрос был рассмотрен управлением образованием, и им были выделены дополнительные штатные единицы 2. Вот, хотела добавить. Хорошо. Скажите, пожалуйста, например, как я могу, вот, приводя ребенка в школу, уточнить, какое штатное расписание в нашей школе? Ну вот, допустим, первый раз вот коррекционный или ресурсный класс открылся, понятно, что ну, ранее как бы штатное расписание не было предусмотрено, вот какие-то специалисты, которые сейчас нам нужны. Как родитель может узнать штатное расписание? Насколько я понимаю, это внутренний документ. И как вот с этим вопросом быть? Не может родитель официально узнать штатное расписание. На самом деле для этого нужно вот после обращения к руководителю образовательного учреждения, если вам руководитель отвечает отрицательно, что у них не хватает ставок, недостаточно, да, нужно обратиться в соответствующие органы, которые проведут проверки и установят, какое количество штатных единиц и необходимо, и какое количество нужно добавить. Мгм. Хорошо, спасибо большое. То есть в любом случае я не, ну как бы школа имеет право свои внутренние документы не анонсировать в общий доступ, но у меня есть право и возможность как-то письменно получить ответ на свой вопрос, если количество штатных единиц, которое позволяет вот закрыть все потребности ребенка. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а правовыми документами по ресурсному классу все-таки должна заниматься школа? Дело в том, что у нас в законе об образовании пока нету такого понятия ресурсный класс. Поэтому действительно этот вопрос сложный. И я так понимаю, что этот вопрос все-таки надо будет адресовать управлению образования. Ну, действительно, мы, допустим, когда проводили встречу с разными уровнями наших специалистов, которые, ну, не специалистов, это прям достаточно такие руководящие должности специалисты-управленцы, которым мы задавали эти вопросы, они подтверждали ну, как бы проблематику отсутствия понятия ресурсный класс в законе, но при этом, получается, если нет, ну, как бы в законе вот понятие ресурсный класс, то тогда у нас и документов быть не может. Я правильно понимаю, да? Нет, документы должны разрабатываться. В том-то и дело, что даже если ресурсный класс открыт, он функционирует, у него должны быть правоустанавливающие все документы. Так что здесь получается, ну, прежде всего, обращение в школу к директору, как уже говорили. Если школа сама не может с этим справиться, то тогда уже в управление образования, где помогут подготовить необходимые нормативные документы. Мгм. Хорошо, спасибо. Также у нас есть вопрос, продолжая тему школы. Уважаемые наши слушатели, с вашего позволения, мы сначала разберем школу, поступление в 1 класс, потом немножечко затронем тему детских садов, и потом уже перейдем к свободным вопросам. Время нашего эфира 1,5 часа, поэтому пока что у нас еще есть времени вагон-тележечка.
Уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, какие стимулирующие выплаты есть у учителей общеобразовательных школ, которые обучают детей на домашнем обучении? Мгм. Можно ответить, да? Да, конечно. Вообще, педагоги, которые работают с детьми на надомном обучении, получают за одного ребенка. Ну, то есть у них оплата труда не такая, как если бы она работает в общеобразовательном классе. Они получают за одного ребенка как за класс. То есть они ходят индивидуально к ребенку, да, то есть тратят на него такое же количество времени, как и на целый класс, и у них оплата труда считается не так, как если бы она учила одного ребенка, допустим, в школе. Да? Если в школе, в классе подушевой расчет, то есть сколько детей в классе учится, такой расчет в обычных общеобразовательных классах, то если ребенок на надомном обучении, там оплата труда считается абсолютно по-другому. Мгм. Скажите, пожалуйста, мне кажется, этот вопрос, он больше не про даже зарплату учителя, что я волнуюсь, что он может отказаться от меня, потому что ему за моего ребенка мало платят. А тут есть нюанс в вопросе того, что учителю необходимо добраться до ребенка, и чаще всего он тратит свои собственные денежные средства для преодоления ну, как бы вот этого вот пути. Как быть в этом вопросе? Ну, допустим, вот я Ну, получаю, допустим, 500 рублей, но путь туда-обратно занимает у меня 200 рублей, и, ну, как будто бы вот как-то не сходится математика. Как быть в ну, транспорте? на самом деле очень такой интересный вопрос, да, потому что, ну, если так смотреть, вы на работу ездите, вы же за проезд платите. Плачу. Едете. Вот. Педагог, когда едет к ребенку, который находится на надомном обучении, он тоже едет на работу. Соответственно, он тратит какие-то средства на проезд, на оплату проезда, на работу и обратно с работы. Естественно, то есть вам же не оплачивает ваш работодатель проезд к месту работы и обратно. Соответственно, и тут та же самая ситуация, он едет на работу. Почему образовательное учреждение должно оплачивать ему проезд? Ага, хорошо. То есть все-таки есть некоторая доля лукавства в вопросе начисления оплаты за ребенка, который учится на дому. Ну, то есть как бы, ну, это такой аккуратный момент, по которому мы так или иначе его должны обсудить. Но, уважаемые родители, не беспокойтесь. Специалисты дали ответ о том, что несмотря на то, что учитель вынужден передвигаться и выходить за пределы своего основного рабочего места, его работодатель обязательно это учитывает. Если он как-то, ну, его трудовые права нарушаются, мне кажется, это уже немножечко в другую какую-то историю. Хорошо. Так, ребенок пойдет в 1 класс, и ему поставили первый вариант. Что это такое и где может учиться мой ребенок? Так, это вопрос ко мне. Ага, Инна Ивановна. Вариант 1 – это адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью легкой степени. Есть еще вариант 2 – это уже когда идет умеренная, тяжелая или глубокая умственная отсталость. А если вариант 1 – это дети с легкой степенью. Вот такая программа. Ага. То есть этот ребенок, который заканчивает школу по прошествию определенного количества лет, он какой документ получает об окончании школы? Он получает не аттестат, он получает свидетельство об окончании адаптированной образовательной программы. По этому свидетельству у нас, конечно, СПО очень мало берут на обучение, но у меня есть хорошие новости для родителей, потому что федеральная адаптированная образовательная программа вариант 1, вариант 2 для учащихся с умственной отсталостью в этом году утверждена, вступила в силу с 1 сентября.
в котором гласит, что обучение может быть пролонгировано до 13 лет обучения. Но это не для первого варианта, а больше для умеренной, для глубокой степени. Это когда дети с тяжелой умственной отсталостью не могут продолжить обучение ни в каких училищах, ни в каких СПТУ. Просто они могут до 20 лет находиться в стенах школы, чтобы они, как говорится, были организованы, и школа будет обязана дать им какую-то легкую профессию. Так как этот документ новый, школы только к нему приспосабливаются, но в течение какого-то времени у них должны быть организованы, я так понимаю, помните, раньше были УПК, учебно-производственные комбинаты, вот что-то вроде этого, или дуального образования. То есть они должны получить какую-то простую профессию или какую-то компетенцию, но будут находиться в стенах школы до 20 лет. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Так, еще вопрос касается также программы обучения. Вот родитель формулирует его так. У меня ребенок не говорящий с тяжелыми нарушениями речи. Вопрос, где он может учиться? В речевую не берут, потому что у него есть ЗПРР. Не могу понять, почему не берут в речевую школу и где ему учиться. Ну да, этот вопрос тоже к нам. Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи имеет код 5.2. Если в заключении написана кодировка 5.2, этот ребенок обучается в речевой школе, которая называется специальной коррекционной школой для детей с тяжелыми нарушениями речи. А при наличии задержки психического развития это уже другая программа, другая кодировка. Это программа 7.2. И в речевую школу мы попросту не можем отправить такого ребенка, потому что у него не соответствует нозология для обучения в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Он может учиться в школе для детей с задержкой психического развития. Их у нас в городе Якутске 2 школы. Это 22-я и 34-я школы. Ну, если, конечно, у нас там места ограничены, то он обучается в обычной школе по месту жительства. Это такая же цензовая программа, это общеобразовательная программа с индивидуальным подходом. Никакие снижения требований общеобразовательной программы там не предусмотрены, потому что программа, она не облегченная, это в народе говорят облегченная программа, да, облегченная программа для детей с умственной отсталостью. А для детей с задержкой психического развития этот термин не подходит, потому что это общеобразовательная программа с индивидуальным подходом. Там единственно могут быть увеличено время выполнения того или иного задания, может быть сокращение упражнений на закрепление материала. Ну, допустим, по-простому объясняю. На уроке ребенок должен для закрепления материала, допустим, выполнить 4 упражнения. Ну, все дети выполняют 4 упражнения по плану. У него может быть сокращено упражнение до 2, потому что дело не в количестве, а в качестве выполнения. Поэтому это программа с индивидуальным подходом. Ее адаптируют под ребенка, но никак не снижают требования. Надеюсь, все правильно объяснила. Ага, спасибо. Тогда, следующий вопрос истекает из вашего ответа. Дословно звучит так. Могут ли детям с инвалидностью с программой 5.2 ставить в табель 2? Да, могут ставить, потому что программы, какой-то код .2 это цензовые программы, это общеобразовательные программы, у них есть оценки, критерии и так далее. 2 можно поставить, можно оставить на 2-й год, можно пролонгировать сроки обучения, потому что это все цензовые программы, общеобразовательные. Ага, хорошо, спасибо. Так что на двоечки могут появляться, поэтому очень важно, что если
ребенок учится в общеобразовательной школе, то мы уже пытаемся его максимально интегрировать. И, мне кажется, двоечки такой, как интересный социальный опыт неуспешности тоже имеет место быть. Спасибо большое. Есть вопрос про зрение. Если ребенок инвалид по зрению, но нормально учится в обычной школе, но с каждым годом сложнее ввиду диагноза читать обычный шрифт в учебниках, можно ли, пройдя ПМПК, заказать специальные учебники со шрифтом побольше? Слышала, что такое есть, но как это должно происходить, кто заказывает и в какие сроки? Ну и я уточню, вообще есть ли такое? Ага. Есть такое. Есть специальные учебники для детей с нарушениями зрения. Нужно обратиться к руководителю образовательного учреждения, предоставить ПМПК заключение и попросить приобрести образовательному учреждению необходимые учебники. Так, я дополню. Да, конечно. Я специально с этим вопросом выходила на Татьяну Федотовну Мартынову, это руководитель специальной коррекционной школы, которая реализует программы для детей слабовидящих и слепых, да? На что она мне ответила, что, ну, я, как понимаю, всегда учебники заказывают через управление образования, в Министерство образования подают заявки и так далее. Но это очень долгая история, поэтому Татьяна Федотовна сказала, что можно обратиться напрямую к ним. Телефон приемной этой школы 36 27 07. Она сказала, что в рамках деятельности ресурсного центра инклюзивного образования для обучения детей с нарушениями зрения они могут обратиться за помощью и напрямую заказать эти самые учебники. Она сказала, что консультирует родителей по этому поводу, и это будет намного быстрее. Вот такой вот у меня ответ. Спасибо большое. Ну, тут вопрос как бы дальше такого смежного характера, и он также был отмечен во многих вопросах родителей. Звучит он примерно следующим образом. По ПМПК моему ребенку нужны занятия с логопедом, дефектологом и психологом. Также нужен ассистент. В саду есть логопед и психолог, но они работают на 0,5 ставки, и, к сожалению, бывает очень редко. Ну, дополнительно внесу как бы ясность, как будто у человека есть основное место работы, где он работает на постоянно на полный день, и вот в данном учреждении он подрабатывает на 0,5. Поскольку место работы у человека непостоянное, время он там много проводить не может, возможно, не соблюдается вот режим занятий, который должен быть, и вследствие этого родитель считает, что права ребенка нарушены. Как быть? Я даже не знаю, что ответить на этот вопрос, потому что это вопрос к руководителю образовательной организации, я думаю. Я тоже полностью согласна. Это вопрос руководителя образовательной организации. Необходимо родителю, вот как мы ранее говорили, по тому же алгоритму обратиться о предоставлении специалистов и необходимого количества часов для ребенка в соответствии с ПМПК требованиями. И если в образовательном организации не предусмотрено в штатном расписании данные специалисты, предусмотреть. Ну, важно получить ответ от руководителя образовательного учреждения, а дальше уже можно обратиться и в управление образования, и в министерство. Можно я тоже дополню, да? Да, конечно. А почему важно именно письменное обращение, да? Директор, как учредитель образовательного учреждения, в том числе, когда утверждается штатное расписание и так далее, он формирует потребность на основании заявлений родителей. Часто мы сталкиваемся с тем, что родители боятся, думают, что они оскорбят, кого-то там оскорбят или какие-то конфликтные ситуации будут разгораться. Нет. Если у ребенка где-то это прописано, право есть, да, они имеют право написать об этом директору, о том, что имеется определенная потребность
каких-то штатных единицах. На основании, чем больше этих заявлений будет, тем ярче будет потребность, соответственно, у директора будет право обратиться и требовать штатные единицы в управлении образования. Впоследствии, если таких заявлений не поступает, соответственно, значит, родителей все устраивает, и потребности в изменении штатного расписания нету. Спасибо меня всё. большое. Коллеги, вы затронули очень важный момент, вопрос. Я вам очень благодарна. То есть очень важно отметить, что все проблемные ситуации, с которыми вы сталкиваетесь, можно решать до назревания такого острого конфликта в каком-то процессе официальной переписки для того, чтобы снизить эмоциональный накал и понять, как вы сможете с представителем данного образовательного учреждения решить вопрос так, чтобы ваш ребенок мог получать те образовательные услуги, которые ему положены, в полном объеме. Понятно, что проблемных ситуаций может быть много, и пока непонятно, есть ли какой-то готовый шаблон, по которому можно понять, как решить эту проблему. Но даже при получении ваших вопросов, мы когда с коллегами их рассматривали, возникало очень много подвопросов. То есть, например, где вы проживаете, есть ли у вас еще дополнительные какие-то вопросы, решали ли вы проблемы ранее. То есть, для того, чтобы вы поняли, какие шаги вам необходимо предпринять как законному представителю своего ребенка, то есть вы законный представитель своего ребенка, будь то родитель, опекун, усыновитель и так далее, нужно понять, что уже было сделано, и формулировать проблему чуть более точно. Сейчас приведу пример, как проблему формулировать не нужно, потому что вряд ли мы сможем на нее ответить. Звучит дословно так. Почему в нюрнбергских школах не открываются коррекционные классы? Во-первых, мы не знаем, открываются ли они или правда не открываются. И мне кажется, что необходимо спросить в Нюрнбергском управлении образования или в нашем управлении образования. То есть необходимо проверить этот вопрос, действительно ли так, или это ваш ребенок не обучается в коррекционном классе, и вы хотите это сделать. То есть в каком классе обучается ваш ребенок. То есть очень-очень много нюансов, которые необходимо соблюдать. Я зачитаю несколько вопросов из чата, потому что пытаюсь смотреть в чат Zoom и в чат YouTube, и вопрос есть на YouTube. Возможно, он к Инне Ивановне. Здравствуйте, какой будет приказ об обучении ребенка с ООО до 20 лет с присвоением ОПК? Так, номер приказа 1026. Спасибо. Так, сейчас подождите. Приказ, который называется «Об утверждении федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью, в скобках интеллектуальными нарушениями, номер 1026 от 24 ноября 2022 года, вступил в силу с 1 сентября этого года». Спасибо большое. Также в чате Ему еще YouTube был... есть методические рекомендации, они разосланы по всем управлениям образования. Самое главное, чтобы они не попали в спам, как это иногда у нас бывает. Хорошо. Также в чате YouTube был вопрос: в школе есть штатные единицы специалистов, но специалисты не идут в школу, что делать с открытием ресурсного класса? Но очень важно, тут немножечко два разных вопроса. Ранее коллеги отмечали, что вам необходимо обратиться с письменным вопросом к руководителю данного образовательного учреждения, потому что, перефразируя немножечко, директор школы – это царь и бог своего учреждения. И все, что происходит в нем, все нововведения должны проходить через этого специалиста. В другом случае, если вы не получаете ответ, то наши коллеги всегда готовы поддержать вас и дать ответ на те вопросы, проблемные вопросы, с которыми вы столкнулись. Но еще раз, вторя словам коллег, скажу, что необходимо соблюдать очередность порядка обращений, и всегда важно начинать с руководителя вашего учреждения. Есть несколько вопросов также у нас из чата в Zoom. Так, вопрос по МСЭМ мы зададим чуть-чуть позже.
Коллеги, зачитаю. Может ли ребенок учиться по 8 виду обучения, если у него не стоит диагноз умственная отсталость, но с программой 7.2 сильно не справляется? Учится в 7 классе по программе 7.2, уровень знаний 3-4 класс. Или чуть-чуть сложно? Елизавета Александровна, еще раз сначала по какой программе учится? Тут вопрос, может ли ребенок учиться по 8 виду обучения, если у него не стоит диагноз умственная отсталость? Нет, не может. Но с программой 7.2 ребенок не справляется. Сейчас Если в не настоящее время ребенок учится в 7 классе по программе 7.2, но уровень знаний 3-4 класс. Если ребенок не справляется с программой 7.2, значит, школа должна поговорить с родителем и вместе подготовить документы на прохождение или нашей комиссии, или по месту жительства территориальной комиссии. На перекомиссию. А в этом случае будет пересмотрена программа ближе к какой, например? Вот, ну, как вариант, как может это быть? Если ребенок в 7 классе учится на уровень 3 класса, то это, скорее всего, тоже умственная отсталость. Но опять повторяюсь, ПМПК диагнозы не ставит. Сначала нужно обратиться к врачу-психиатру по месту жительства. При необходимости можно пройти у клинического психолога ЭПИ. Это у нас экспериментальное психологическое исследование. Ну, там баллы ставятся. И конкретно по баллам, по шкалам там выводится IQ уровень. И с ним уже могут обратиться на ПМПК. Хорошо. Инна Ивановна, благодарим вас за то, что вы выступили первой. И, наверное, последний завершающий вопрос по вопросу ПМПК, который достаточно такой, знаете, интересный. Имеет ли родитель право отказаться от прохождения ПМПК, если школу не устраивают прописанные в предыдущем ПМПК рекомендации, и школа настаивает на прохождении ПМПК заново? Конечно, родитель имеет право обращаться или не обращаться на ПМПК. Согласно нашему положению номер 1082, поход к нам – это процедура добровольная. Если родитель не согласен, никто не может заставить его к нам прийти, потому что права человека, права ребенка нарушаются. И еще наше заключение имеет рекомендательный характер. То есть родитель может к нам прийти, заключение получить, скажем так, на МСЭ инвалидность подтвердить, а в школу может заключение не донести. Тоже имеет полное право. Вот такое у нас. Я хотела бы еще добавить насчет этого вопроса. Все-таки, я думаю, несмотря на то, что ПМПК носит рекомендательный характер, да, я думаю, что его в законодательстве-то, наверное, как бы не просто так закрепили, и эти рекомендации, они имеют значение в том плане, что там, где идет вопрос, просто бывают, допустим, такие случаи, когда родители не совсем рационально оценивают способности своего ребенка, да, то есть в будущем по перспективе может стоять вопрос по злоупотреблению своим правом, если это наносит вред ребенку в плане обучения, то есть да, родитель имеет право, безусловно, ребенок с определенными ПМПК рекомендации, которые были, не соблюдать, там, настаивать, отказаться, написать заявление на общеобразовательную, но если это будет влечь какие-то последствия, да, у нас есть административная статья, где указано, что родитель отвечает за образование ребенка. И, соответственно, если ребенок... Тут даже речь идет не о родителях с детьми с ОВЗ, да, а просто родителей, которые не оценивают реальные способности детей. Очень часто так сталкиваемся, когда ребенок учебную программу не тянет, но вынужденно, вымученно родитель пытается протолкнуть какую-то программу обучения, да, при этом страдает сам ребеночек.
То есть ему там некомфортно, он по этой программе обучаться не может. В этом случае на самом деле может ставиться вопрос о злоупотреблении своими родительскими правами. Поэтому если какие-то тяжкие последствия, они у нас на практике, к сожалению, тоже бывают, да, то это, соответственно, ложится как ответственность родителей. То есть своим правом злоупотреблять тоже не надо в разрез интересам детей. Елена Михайловна, спасибо большое за комментарий. Я хотела бы еще также добавить, что вот, ну, как бы мы собрали обратную связь от родителей, но тем не менее у специалистов тоже есть право и возможность и потребность защищать себя. Потому что иногда бывает так, что во время ну, какого-то контакта постоянные угрозы надзорными органами не укрепляют отношения между двумя взрослыми людьми. Ну и как бы прежде чем мы выйдем на вот эту какую-то тропу войны, да, необходимо предпринять шаги для того, чтобы сохранить наш мир, для того, чтобы ребенку было, ну, более комфортно в этих условиях обучаться, и, ну, как бы не забываем про психологический комфорт и доверие. Есть вопросы про ПМПК. В какие ПМПК в городе Якутске можно записаться заранее, если мы проживаем в районе? Какие порекомендуете? Мне кажется, тут как-то интересно. Нет, вопрос звучит несколько некорректно. Ну, в смысле, не то чтобы некорректно. Тут у нас есть строгая территориальная принадлежность. ПМПК города Якутска, их у нас 2 состава, они смотрят только городских детей с городской пропиской. У нас есть 20 территориальных ПМПК, они созданы во всех улусах, кроме арктических и северных. Арктические и северные улусы скажем, по ситуации, да, невозможности создать территориальные комиссии на местах, они относятся к центральной ПМПК. Мы никогда не отказываем в обследовании детей из улусов. Любого улуса, будь он северный или хоть какой заречный, если в это время ПМПК не заседает. Это в летнее время мы смотрим. И бывает так, что у нас на постоянной основе работают только 7 комиссий, все остальные у нас сборные, сезонные и так далее. Мы не можем отказать, и тогда все обращаются к нам. 40 35 17 наш телефон. Родитель сам обращается, мы уточняем, из какого улуса родитель звонит, уточняем, подтверждаем, что в вашем улусе есть ПМПК, называем имя руководителя и просим обратиться через управление образования в эти территориальные комиссии. Если там каким-то, ну, по какой-то, ну, скажем, ситуации невозможно принять, ну, они не могут принять ребенка в эту территориальную ПМПК, тогда мы их принимаем сами. Спасибо. Все номера, уважаемые слушатели, родители, вы можете найти в 2GIS. То есть вы открываете или Google, или 2GIS и можете забить в поиске ЦПМПК. Если в Google, то ЦПМПК РСЯ. Или ЦПМПК, или ПМПК город Якутск, и все номера выходят. У коллег есть достаточно хорошие информативные странички с контактными данными, но чуть-чуть попозже, когда кто-то будет говорить, я вам в чат номера продублирую. Хорошо? Вот такой очень вопрос, который коснулся меня, к сожалению, тоже, и он такой, знаете, немножечко проблемный, в том плане, что сейчас перед тем, как записаться на ПМПК, требуют полное медицинское заполнение вот, бланка по ПМПК. При этом есть некоторая сложность в очередности прохождения врачей, то есть сейчас запись идет в среднем где-то на 2-3 недели вперед.
Соответственно, мне нужно пройти как родителю 4 специалистов, я теряю месяц, пока всех прохожу, и еще потом трачу время на ожидание очереди, в среднем где-то уходит 3 месяца. И вот вопрос, почему я не могу записаться на ПМПК, ну вот я зачитываю в том числе его из чата, да, почему сначала необходимо врачей пройти, а потом только записаться на ПМПК, почему нельзя занять место в очереди и потом спокойно проходить специалистов? Ну, эта проблема у нас касается города Якутска, потому что у нас всего 2 состава городских комиссий. Должно быть 10. То есть ПМПК городские города Якутска не могут справиться с общим количеством детского населения в городе Якутске. В центральной ПМПК мы стараемся не создавать такие крутые очереди. Мы всегда, когда родитель нам звонит, мы уже конкретно расспрашиваем, какие документы у них есть, какие документов у них нет. Уже конкретно выбираем не весь перечень врачей, если, допустим, у ребенка задержка психического развития, судя по консультированию родителей, мы отправляем к врачу-неврологу. Если мы подозреваем умственную отсталость, тогда, конечно, мы рекомендуем врача-психиатра. Но если у него есть, допустим, просто речевые нарушения, тогда только врача-невропатолога рекомендуем. То есть все очень индивидуально, все очень конкретно в зависимости от обращения родителей. А так мы стараемся не создавать очереди, мы записываем. Потом, если родитель каким-то образом не успевает пройти того или иного врача, мы просто перезаписываем, и если он нам... Или мы обследуем ребенка заранее, его обследуем, потом, если каких-то документов не хватает, мы можем просто рекомендовать донести нам документы и уже без очереди. В общем, все конкретно, все очень индивидуально. Ага, спасибо. У нас есть вопросы. Ага, есть дополнение. Город Якутск, к сожалению, не справляется, потому что очень большое количество детского населения. Есть такая большая проблема. Тут я в чате почитала, если я не согласна с решением территориальной комиссии, могу ли я обратиться в центральную? Ну, вот здесь на экране я уже прочитала. Да, потому что это наша прямая обязанность. При несогласии родителя с решением какой-то территориальной комиссии вы можете обжаловать его в центральную ПМПК. Это у нас прописано в нашем положении. Это пункт 25 нашего положения 1082. Это наша прямая обязанность. Мы принимаем детей. Уважаемые коллеги, кто-нибудь есть с территориальной ПМПК, именно города Якутска? Потому что вопрос звучит дословно так. Ведь мы можем поставить родителя в очередь для прохождения ПМПК, чтобы он потом проходил специалистов, потому что мы должны понимать, что профильных специалистов, таких как невролог, лор, их не так много. И иногда ожидание может достигать вот от 2 до 4 недель. Ну вот это средний как бы срок ожидания врачей. И как бы Давайте, дорогие родители, я перебью, Елизавета Александровна, потому что лора мы рекомендуем, если у ребенка нарушение слуха, только в этом случае. Офтальмолога мы рекомендуем, если у ребенка нарушение зрения. У остальных деток, у которых сенсорных нарушений нет, мы этих врачей не включаем в перечень. То есть, когда родитель скачивает бланк, он может не заполнять врачей, которые по диагнозу не относятся, правильно? Нет, сначала нужно отзвониться нам, и мы конкретно по ситуации расспрашиваем родителя. Если у него нарушения нет, то не надо проходить ни лора, ни офтальмолога. Врача-психиатра и невролога будет достаточно. Да, хорошо. Оказывается, действительно вопросов и вот нюансов как бы достаточно много. Я предлагаю обсудить некоторые вопросы общего характера, и буквально 10 минут мы оставим для вопросов из чата, поэтому, уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите их,
сейчас, чтобы потом была возможность их сгруппировать и эффективно ответить. Я позволю зачитать себе следующий вопрос. Ребенок-инвалид в списке детского сада значится, но не посещает группу. Диагноз ДЦП. Имеет ли право получать питание сухпайок? Нет, если он не посещает и родители просто держат место в детском саду, то, соответственно, сухой паёк он при этом не получает. Можно я еще добавлю, да? Мгм. Суп, паёк и вот компенсация питания в детских садах, она законодательством вообще у нас не предусмотрена. Предусмотрено только обучающимся в ОВЗ, в общеобразовательных организациях. И в Республике Саха-Якутия установлены нормативы, если ребенок обучается в общеобразовательной школе, не посещает, тогда он может попросить компенсацию питания, ну, либо сухпайок. Можно я дополню тоже? Вообще компенсацию по питанию, она у нас вообще в республике еще не рассмотрен до конца порядок, она будет предоставлена только с января 2024 года, если порядок будет рассмотрен, да? У нас сейчас в данный момент получают сухие пайки, и самое интересное, родители имеют право. Есть такие дети, например, с аутизмом, да, или с умственной отсталостью, ну, с такими диагнозами, когда ребенок, посещая школу, там не питается, да, вот законодательством предусмотрено, что он может заменить двухразовое горячее питание на компенсацию, либо на сухой паёк. Нет, это у нас в республике дают, но законодательством оно не предусмотрено. Ага, спасибо большое. Так, а еще есть вопрос, если законный представитель не обучает ребенка, то есть не подал заявление в первый класс, так как ребенок с ТМНР, тяжелыми множественными нарушениями развития, то какие могут быть последствия? Мгм. Но на самом деле все равно в базе данных должен быть этот ребенок. Он, когда рождается, к нему приходит врач и ведется какая-то статистика. Например, такой случай ко мне обращалась родительница из города Мирный, когда ребенку с тяжелыми множественными нарушениями исполнилось 8 лет, к ним пришли со школы и сказали: мы будем вас учить. То есть эта статистика в любом случае ведется, да, даже если родитель сам не подаст заявление, все равно в определенный момент к ним обязательно на них выйдут. Почему ребенок не зачислен ни в какое образовательное учреждение? Мгм. То есть, Ну, вообще по закону об образовании я могу сказать, что там статья 67, насколько я помню, дети обязаны у нас поступать в школу, начиная с возраста 6,5 лет и до 8 лет. Если после 8 лет, то родитель при этом пишет заявление на имя директора школы, учредителя образовательного учреждения, и обосновывает, по какой причине в школу пошли позже. И за это наказание не предусмотрено, если, конечно, родитель не собирается своего ребенка оставить без образования вообще. Потому что если, конечно, полностью, получается, ребенок уже достигает там возраста 10 лет, и он пока еще в школу не пошел, то тут, конечно, уже заинтересуется у нас опека. Ага, хорошо. Тогда тут вопрос вот образования, к сожалению, нас никак не отпускает. Я вот сижу, переворачиваю странички, у меня их целых 5, даже 6. И тогда возникает логичный вопрос про такие формы образования, как домашнее обучение и семейное обучение. Давайте их разделим, я зачитаю вам. Очень хотелось бы услышать мнение юристов и специалистов по теме перевода учащегося на надомное обучение. Основания, порядок перевода, права родителей, имеет ли право учитель грозиться этим самым домашним обучением. И еще был вот у нас такой случай частного характера, да, когда родитель говорит, что в коррекционную школу пригласили психиатра, который почему-то обследовал детей и выдал справки о том, что необходимо переводиться на надомное обучение.
Коллеги, что это такое, как с этим быть, пожалуйста, расскажите. На самом деле на домашнее обучение переводят только уже по решению врачебной комиссии, не одного врача-психиатра и заявлению родителя. Это обязательно взаимосвязанные документы. Если родитель сам против, то при этом врачебное заключение само по себе не будет работать. Ага, спасибо. Я дополню, ни один педагог и руководитель образовательного учреждения не имеет права грозить переводом на надомное обучение. Он такие вопросы не может решать, и это вот как раз может расцениваться как вот нарушение права ребенка, да, угроза ребенку о том, что я переведу тебя на надомное обучение. Вообще это такого быть в принципе не должно. Ну, Олеся Эдиковна, смотрите, я вот учитель, и вот у меня есть ребенок, который все время меня кусает и вот дерется стульями. Я вот боюсь, что он в один прекрасный момент может соседнего ребенка стукнуть стулом, ну, у него вот, возможно, в силу заболевания, вспышки агрессии вот неконтролируемые. И я из-за этого ребенка отвечаю, да, потому что родители вот потенциального травмированного потом будут требовать с меня вот это право какого-то вот, ну, сохранения порядка. Но я не могу найти управу на этого ребенка. И я говорю, ну, давайте, пожалуйста, давайте рассмотрим домашнее обучение. Как вот в этой ситуации быть, когда, ну, вот, возможно, это обучение, оно представляет для окружающих вот этого ребенка какой-то вот, ну, опасность? Как раз для таких детей, да, такие дети и проходят ПМПК комиссию, прежде чем пойти в образовательное учреждение. По той же причине для них предоставляют индивидуальных тьюторов и ассистентов, которые тьютор должен помогать ребенку учиться, а ассистент должен помогать ребенку справляться со своими эмоциями, да, просто оказывать помощь. Вот почему мы и говорим о необходимости данных специалистов в образовательном учреждении. Не просто Хорошо. Так, Я бы дополню, тоже да, хотела добавить. Так, по очереди, коллеги. Ага, что? Теперь будем уже вырывать друг у друга микрофон, да. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации является заключение медицинской организации. Это не компетенция ПМПК, это все прописано в нашем законе об образовании, пункт 5, статья 41. И также письменная форма, письменное заявление родителя, как Инна Владиславовна уже сказала. Ага. Так, хорошо. То Да, есть... и из практики я вот хотела бы добавить еще, да, родитель, который хочет, ну, сам хочет, да, не которому грозят, а он сам хочет перевести своего ребенка на ту или иную форму. Опять-таки, у нас такие случаи были. Обязательно. Некоторые не знают, что нужно написать заявление, сослаться. Ну, допустим, ребенку предстоит какая-то операция плановая, да, и необходимо на полгода, либо помещают в медицинскую организацию. Родители говорят, он лечился, я потом постфактум, потом принесу как бы документы с медицинской организации. Нет. То есть важно понимать, что вы обязаны до того, как вы выйдете на эту плановую операцию, либо вы лечитесь дома, да, написать заявление на имя директора школы, обязательно поставить его в известность, обязательно должен выйти приказ школы образовательного учреждения о том, что вас перевели на эту форму обучения. То есть как родитель вы обязаны это сделать. То есть это не обязанность школы и так далее, это обязанность, здесь имеется в виду, если по инициативе родителя. Эти вопросы отследить. А то у нас бывают родители, которые взяли так, вот уехали в Москву на полгода и говорят, ну мы же болели, у нас уважительная причина, да, а то, что они школу, допустим, не поставили в известность, это проблема школы. Нет, к сожалению, это не так. Вы с органами как бы какой-то диалог тоже обязаны вести, как бы этот формальный, документарный. Все. Спасибо. Ага, хорошо. Ну и про семейную форму обучения. Дело в том, что в рамках нашего проекта наши некоторые подопечные приняли решение продолжить образование, получение школьного образования в рамках семейной формы. И родители столкнулись с тем, что не понимают, какой закон, нормативно-правовой акт регламентирует
семейное обучение, и непонятно вообще, как бы, как правильно его организовать, положено ли какое-то финансовое возмещение. Коллеги, может быть, есть какая-то информация по вот этой форме обучения, именно семейной? Мгм. Так, семейная форма обучения – это такая же форма обучения, как и все другие. То есть как и надомное обучение, как и обучение вообще в образовательной школе. Важный момент. Ребенок, находящийся на семейном обучении, обязательно должен быть прикреплен к образовательному учреждению. Родитель подает заявление в образовательное учреждение, что их ребенок будет обучаться в семейной форме обучения. Обязательно ребенку педагоги-предметники предоставляют информацию о том, какой материал проходит, предоставляют учебники и весь необходимый дидактический материал. Ребенок занимается образованием дома и приходит в образовательное учреждение для аттестации. То есть аттестация может быть разной, по четвертям. Ребенок сдает контрольные работы, это могут быть экзамены, это может быть в зачетной форме. То есть он обязательно через определенный промежуток времени, он может быть разный, устанавливается образовательной организацией, подтверждает свои знания. И при переходе в следующий класс тоже обязательно проходит итоговые контрольные работы. По итогам образования, то есть при окончании 9-11 класса обязательно сдает экзамены в обычной форме, которые положены в этом образовательном учреждении, в форме ЕГЭ, ГВ, да, ОГЭ. То есть полностью именно итоговую аттестацию проходит он как все, но при этом в школу он на занятия не ходит, занятия в самостоятельной форме, либо с родителями в форме семейного обучения. Семейное обучение положено компенсировать, да, то есть родителям. Родители обучают ребенка, но законодательством есть как бы возможность компенсировать родителям. Но у нас такой практики в регионе нет. В регионе все, кто уходит на семейное обучение, за это никакого вознаграждения не получают. Но это, в общем, я считаю, что просто никто за это не взялся. Все обучаются и обучаются. Если есть такое законодательство, которое регламентирует право на вознаграждение семейного обучения. Нужно для этого обратиться в образовательное учреждение, в управление образованием по той же самой лестнице и далее в прокуратуру для защиты своих прав. Спасибо большое. Вот так незаметно, достаточно быстро прошел 1:25 от нашего с вами старта эфира. Я покажу вам бумажки. Мы не разобрали и половину тех вопросов, которые уважаемые наши родители при своем активном участии задали. Мы благодарим вас за ваше активное участие, за вашу обратную связь. Давайте поблагодарим профессионалов, специалистов, которые выделили свое время для того, чтобы проводить разъяснительную работу, которая очень важна для нас, как специалистов, которые, возможно, не всегда понимают какие-то нюансы, для родителей, которые сталкиваются с этим впервые. И, основной тезис перед тем, как мы перейдем к следующим вопросам, заключается в том, что мы хотим, чтобы те проблемные вопросы, которые вы указали, некоторые прям расписаны на один лист А4, пожалуйста, переложите их в письменную форму. Обратите, пожалуйста, внимание, что вы можете обратиться в благотворительный фонд Харсхал и оставить обращение нашему юристу Ледишковой Инне Владиславовне. Также вы можете обратиться к председателю регионального отделения в Орди Республики Саха-Якутия Кондратьевой Олесе Эдиковне и, конечно же, в аппарат уполномоченной по правам ребенка в Республике Саха-Якутия. Сегодня от аппарата у нас была Дьяконова Елена Айхаловна. Ну и на страже вашего ПМПК, ваших условий обучения и дополнительных занятий в школе
руководительница ПМПК Слепцова Инна Ивановна и, конечно же, наши коллеги с территориальных ПМПК Попова Ирина Константиновна и Скора Ирина Викторовна держат вдвоем оборону, несмотря на то, что по количеству детей, уважаемые родители, которые проживают в городе Якутске, нам с вами необходимо, чтобы у нас было 10 комиссий. Вот. Давайте поблагодарим наших коллег, больших и классных профессионалов. Есть вопрос не профильный по образованию, но по МСЭ. Коллеги, с вашего позволения, я предоставлю нашему слушателю возможность его задать. Анна, пожалуйста, задайте ваш вопрос. Здравствуйте, спасибо, да. Я вот хотела спросить, я вот живу в поселке Сангар, да, у моего ребенка атопический дерматит, и мы каждый год проходим, я вот, хорошо то, что сегодня вот, да, вот старший референт аппарата, да, уполномоченного по правам ребенка, и вот из Ворди, да, я вот хотела спросить, почему мы вот каждый год проходим, да, вот инвалидность, да, ну, сегодня день правовой помощи, да, как я понимаю, и каждый год проходим, доказываем то, что у нас вот это не проходит. Почему вот не делают, например, на 2 года, не устанавливают? Меня вот это очень волнует, да, например. Спасибо. У вас сколько лет вы продляете инвалидность ежегодно? 7 лет. 7 лет. Ну, и из них вот эти 3 года, которые была ковид, да, вам продляли автоматически Да. полгода. Ну вот смотрите, здесь очень интересно, у МСЭ очень регламентирована, да, система, вот этот, на сколько лет должна продляться инвалидность, да, то есть там по нозологиям это зависит от многих факторов, да. Вы можете обратиться, чтобы вот сейчас время вам не тратить на разъяснение, вы можете обратиться напрямую в ВРД, мы свяжемся с МСЭ и дадим вам разъяснение в полном объеме. Спасибо большое. Я тоже хотела бы прокомментировать, да. Я хочу сказать, что каждый гражданин, да, родители, законные представители, они имеют право обжаловать любое решение, в том числе решение бюро МСЭ, проводившее. То есть, если есть предпосылки, что в ближайшие там сколько-то лет этот вопрос, ну, не изменится, да, потому что у нас бывает, что МСЭ просто такие решения выносит там у человека, который отсутствует нога, да, то есть ежегодно он обязан проводить. Понятно, что нога у человека не отрастет, да. В этом случае я думаю, что есть смысл обжалования этого решения. То есть не обязательно каждый год это проводить, можно обжаловать в части сроков. Просто на практике мало кто это делает, но это вполне, скажем так, решаемый вопрос. Спасибо большое. Спасибо большое. Я останавливаю наш прямой эфир. В описании под этим видео я укажу контакты коллег, которые сегодня выступали, укажу их рабочий телефон и адрес электронной почты, на который вы сможете отправить свое обращение. Я благодарю всех, кто подключился, провел с нами это продуктивное, интересное время. Мне кажется, что нас стоит похвалить и сказать, чтобы такие встречи разноплановые с коллегами из разных наших мест, так сказать, работы проводились чаще, и мы могли в таком достаточно комплексном подходе обсуждать вопросы, проблемы, ситуации, которые возникают у родителей, у наших семей. Благодарю всех слушателей, спикеров, всех, кто оставил регистрацию. Спасибо, что остаетесь с фондом. Ну и, конечно же, здоровья вам, хорошего вечера. Остаемся на связи. И еще раз отмечаю, если ваш вопрос не прозвучал, и вы не услышали ответ на свой вопрос, либо вы считаете, что мы ответили не полностью, напишите, пожалуйста, запрос на электронный адрес, который я оставлю под вот этим видео, под этим эфиром. Данный эфир будет размещен на YouTube-канале нашего фонда Добро Саха. Мы обязательно, Добро Саха – это наш сайт, а фонд Харсхал. Мы обязательно разместим данный эфир в нашем